Привет всем, кто онлайн, с вами Анна Дергаусова. Специально для тебя все самое интересное и актуальное в реальном времени. Сегодня ты увидишь. Молодые и успешные, покорившие вершины бизнеса. О молодежном предпринимательстве в рубрике «Сверхразум». Виртуозное владение светом за пару минут. Мастер-класс для любителей экспериментов. Welcome to the English Language или «Учим английский вместе» в рубрике «Имхо». Мечта сбывается или через тернии к звездам. Успех как высшая цель жизни. Они давно поняли, что тратить время впустую глупо. Вместо прозябания на улице, в кафе и барах они осваивают рынок Бурятии. А если и посещают рестораны и салоны, то, как правило, свои. Не стоит завидовать, пора проснуться и начать свой путь в бизнесе. В последнее время к предпринимательству со стороны общественности приковано огромное внимание. На сегодняшний день для его развития выделяются немалые средства, создаются разнообразные программы, бизнес-проекты. Особая роль отводится воспитанию молодежного предпринимательства. Одни из ключевых целей форума – это, с одной стороны, зажечь глаза, чтобы они загорелись, да? С другой стороны, чтобы молодые люди могли как-то понять, то есть, да, бизнес – это их, или нет, бизнес – это что-то не мое. Ну и что бизнес – это интересно. Стимулирование активности молодежи в предпринимательской сфере. Основная цель программы «Ты предприниматель». Каждый желающий и перспективный мог пройти обучение абсолютно бесплатно. На сайте проекта зарегистрировались свыше 2500 молодых людей. Представлено более 130 бизнес-проектов, из которых около 40 были признаны лучшими. Были отобраны лучшие проекты, но больше всего мне нравится, что комиссия работает с четким пониманием тех проблем, которые требуют скорейшего разрешения. И казалось бы, ну вот что детские учреждения почему-то получают поддержку. Ну, потому что эта проблема есть. Общий бюджет программы, направленный на поддержку молодых предпринимателей, составил 15 миллионов рублей. Победители получили около 300 тысяч на реализацию своих проектов. Каждый из них уникален. Это и производство сушеных ягод, грибов, заготовка кедрового ореха, открытие различных детских центров и даже производство горизонтальных жалюзи. Так, для начинающего бизнесмена Баира Пинхаева это первый проект. Придя с армии, молодой человек понял, что работать на кого-то не его прерогатива. Поэтому, поразмыслив, в чем бы он смог применить себя, открыл для себя менее всего заполненную нишу – производство дикоросов. Просто я понял, что в Бурятии продается все это за бесценок, перекупом. То есть люди должны работать, получать хорошие деньги за свой труд. Презентация показала, что состав участников, равно как и самих бизнес-идей, разнообразен. У кого-то из молодых людей уже есть свое дело, а кто-то делает первые шаги. Потому данный форум с говорящим названием «Будущее за нами» – уникальная возможность получить хорошую поддержку на начальном этапе развития. Каждый проект актуален. Для отборочной комиссии нужно было определить, отвечает ли проект современной жизни в Бурятии, насколько он необходим для развития республики. Туризм на сегодняшний день является приоритетным для нашего региона. Понимают это и создатели проекта об открытии туристского информационного центра Бурятии. Девушки уверены, что появление единой информационной системы продвижения и популяризации туризма в Бурятии с использованием интернет-технологий несомненно увеличит поток туристов. О том, что Бурятия – уникальный регион, говорят и гости, приехавшие на форум. Бурятия – фантастическая страна, а люди особенные. В чем плюс здесь? В чем плюс здесь? Первый момент – это селекция. Отобрали действительно ребят с потенциалом и ребят, которым не надо воспитывать желание заниматься предпринимательством. Проект «Ты предприниматель» в Бурятии пока на стадии развития. В сравнении с соседними городами Сибирского федерального округа. В Томске такая программа стартовала в 2006 году. В 2008 была объявлена всероссийской и дала путевку в жизнь ни одному молодому бизнесмену. Эта программа запущена, и мы не можем сегодня сказать, что мы проект завершаем. Мы проект, по большому счету, только стартуем. И я думаю, что через такие программы мы будем больше и больше поддерживать молодых предпринимателей, потому что это будущее экономики Республики Бурятия, это тот самый малый и средний бизнес, о котором мы говорим, сегодня представлен здесь, на нашем форуме. Бурятии есть чем гордиться. Постепенно молодежное предпринимательство выходит на высокий уровень и становится одним из приоритетных направлений развития республики. Проекты начинающих бизнесменов из Бурятии были оценены и среди проектов молодых предпринимателей России. Я очень рада, что у нас правительство все-таки поддерживает нашу молодежь, поддерживает предпринимателям. Помощь предпринимателям очень нужна, потому что предприниматели в любом случае
случае они реализуются лишь те, которые сами хотят чего-то достичь, и которые понимают, что от этого будет, значит, толк от этого бизнеса, будет общественная польза. Проект только стартовал, а это значит, что у всех желающих есть реальный шанс воплотить свою мечту в реальность. Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя. Забудь скучные лекции и закрой на время учебник. Мы вместе научимся чему-то новому. Не ради оценки и плюсов в журнале, а исключительно для себя. Ведь специально для тебя и только онлайн рубрика «Действуй». Мы решили провести эксперимент. Сможем ли мы овладеть тем, о чем давно мечтали, за 3 минуты. Ночь, улица, фонарь и, главное, фотоаппарат. Съемка света в движении – относительно новое направление в фотоискусстве, которое постепенно завоевывает поклонников и в Улан-Удэ. Фризлайт – это осмысленное рисование светом на длинной выдержке с помощью фотоаппарата, не подразумевает использование компьютерной обработки. Цветовой образ создается одним кадром, которому предшествует длительный подготовительный процесс. Основателями фризлайт-движения в России считают Артема Долгополова и Романа Пальченкова, московских фотохудожников. На Западе это направление называют по-разному – лайт-граффити, лайт-пейтинг, лайт-райтинг. Всего существует около 30 названий. В 40-е годы 20 века эта техника была известна как Space Drawing. В то время, когда в России открыли для себя этот эффект, его назвали «цветовая кисть». Однако современный фризлайт – это фишка нового формата. Фотоприем, который соединяет в себе все прошлые методы и позволяет создавать более сложные картины. А сейчас мы попробуем научиться снимать в стиле фризлайт. В этом нам поможет фризлайтер Саша. Саш, привет! Привет! Расскажешь нам что-то о том, что такое фризлайт, сколько человек, когда им занималось, что это вообще такое? Фризлайт – это относительно очень новое направление. Оно взяло свое начало в очень далеких годах, но применение сейчас широко получило буквально в 2010 году. В том году начали заниматься наши, можно сказать, из Бурятии фризлайтеры. Занимались очень непрофессионально, но было их в районе 20 человек. Потом все это подзабылось, мы решили возродить более уже с иной точки зрения, потому что всю Россию это заколыхнуло, и мы считаем это очень красиво. Что нужно, чтобы снимать в стиле фризлайт? Фонарик, хорошее ориентирование в пространстве, штатив и фотоаппарат. Тогда начнем? Давай начнем. Сложность в том, что человек, рисующий светом, не видит, что он изображает. Это как чертить вслепую стилусом на электронном табло или как закрытыми глазами мелом на доске. Причем за доску можно взяться и почувствовать нажим мелка, а с фонариком, рисующим в воздухе, все сложнее. Поэтому у художника должно быть четкое понимание того, что он делает. Для этого сначала необходимо прорепетировать свои действия. Главное для фризлайта – это темнота. Чтобы хорошо ориентироваться, можно сказать, хорошая помощь была для вас. Берем, включаем фонарь и ставим точку, от которой начинаем, и пишем. Далее, где заканчиваем, ставим вторую точку, выключаем фонарик, дальше продолжаем. Дальше, и в таком дальше порядке. Можно же разные, создавать цветовые эффекты с помощью каких-то насадок. Можно создавать цветовые эффекты, это уже чисто из профессионального опыта идет. Ставятся фильтры всевозможные, цветовые, из пленок. Можно делать даже из фольги. То есть берется обыкновенная фольга, оборачивается фонарик, и скотчем. И получается меньше светопропускания. То есть свет фонарика получается не четкий, а более расплывчатый. И это добавляет более какую-то эффективность. Давай с тобой попробуем что-нибудь написать или нарисовать. Это была рубрика «Действуй». Оставайтесь на линии. Жить и учиться в чужой стране нелегко. Студенты из разных стран получают образование в учебных заведениях Улан-Удэ. Что заставляет их покидать родной дом и ехать в далекую Бурятию, ты узнаешь из нашего интервью. Привет! С вами онлайн и рубрика In My Honest Opinion. В
последние годы очень много иностранных студентов приезжают учиться к нам в город. Что их привлекает в нашем городе и почему они приезжают получать образование именно к нам, мы попытаемся выяснить у нашего гостя, студента БГУ Брайана. Привет, Брайан. Нашим зрителям будет интересно узнать, почему студенты приезжают учиться в наш город так далеко от дома. Я считаю, что у людей из разных регионов есть причины приезжать сюда. Как гражданин США, я считаю, что американцы очень заинтересованы изучением Бурятии, как перекрестка восточной и западной культур, так и места, о котором многие люди в Америке ничего не знают, и как региона, который занимает особое положение в мировой истории. Тебе было тяжело находиться в России, не зная языка? Как ты жил первое время? К счастью, я изучал русский язык 4 года до того, как приехал сюда, но мне не хватало практики. Первый месяц было очень тяжело понимать русский, я старался сделать свой акцент менее заметным, но мне повезло, и люди здесь были очень открытыми. Если возникали какие-то проблемы в общении, они старались убедиться, что я их правильно понял и что они меня правильно поняли. Люди были заинтересованы в общении. Каким было твое первое впечатление о нашей стране, о городе и Бурятии? Сначала я жил в Москве, а в России я второй раз. Мое первое впечатление сложилось 2,5 года назад, когда я приехал сюда в качестве туриста, и я влюбился в Бурятию. Мне очень понравились пейзажи, горы, степи. Я узнал о равноправии православных церквей и буддийских дацанов, и это удивительно. Я узнал, что люди здесь очень дружелюбны, и исходя из всего увиденного, я очень хотел вернуться в Бурятию. Чувствуешь ли ты какое-то особенное отношение к себе? Здесь к иностранцам относятся с любопытством, и это очень отличается от того, что я испытал, живя в Москве, так как к людям относятся с безразличием или с враждебностью. Здесь же, когда я говорю на русском, хоть и с акцентом, люди ведут себя очень открыто, интересуются моей жизнью, спрашивают обо мне, моей семье, родителях, чем они занимаются, зачем я приехал. Что же касается отношения к жизни, то по сравнению с жителями Америки, люди здесь ко всему относятся более открыто. Они сосредоточены на своих семьях, на своей культуре, они продолжают вести свой образ жизни, не испытывая постороннего вмешательства. В Америке же люди сосредоточены на своей работе, они очень заняты, а здесь царит атмосфера мира и покоя. У тебя здесь есть друзья? Как вы проводите свободное время? Конечно, у меня есть друзья. Меня часто приглашают на прогулки. Мы ходим в кафе, в театр и на балет. Я приглашаю друзей к себе домой, хожу к ним в гости. Точно так же я общался с друзьями в США. Расскажи, пожалуйста, о своем родном городе. Я родился в городе Вичита, штат Канзас. Он расположен практически в центре США, далеко от Нью-Йорка, Вашингтона и Лос-Анджелес. У моего города и Улан-Удэ очень много общего. Вичита был основан в 19 веке. Это был городок скотоводов, он был как бы столицей ковбоев, и за последние 100 лет он стал основным промышленным городом, особенно в отрасли самолетостроения. В общем, я родился в самом центре и середине США на Среднем Западе. Не жалеешь, что приехал сюда? Совсем нет. Мне очень понравилось то время, что я здесь провел. Здесь уже 3 месяца, и это самый замечательный период в моей жизни. Если бы у тебя была возможность остаться здесь на всю жизнь, ты бы остался? Я не знаю, хотел бы я жить здесь всю жизнь. В Америке у меня есть семья, друзья. Я не думаю, что я хочу так круто изменить свою жизнь, уйти от своих корней. Бурятия — замечательное место, но всю жизнь прожить здесь я не готов. Спасибо, Брайан, за интересную беседу. Это была рубрика «In My Honest Opinion». Увидимся. Молодые и успешные, они знают цену побед и боль поражений, постоянно развиваются и бесконечно преданы мечте. Ребята, покорившие свой Олимп, несмотря на бесконечные награды и предложения, остаются верны родной республике. Успех. Каждый определяет это слово по-своему. Для кого-то это материальный достаток, кому-то не хватает любви, а кто-то приравнивает его к счастью. Для меня успех – это карьерный рост, личное счастье в семье. Это самореализация, то есть достижение всевозможных целей, которые я поставлю. Получить хорошую профессию, устроиться на хорошую должность. Буду реализоваться в этой жизни так, чтобы мои родители смогли гордиться мной. Но ясно одно – успех – это движение. Для меня, конечно, прежде всего успех определяется тем, что я научилась, во-первых, ставить цели и достигать определенных результатов. Ранее, конечно же, меня этому никогда никто не учил.
через определенное количество времени все-таки я считаю, что мне удалось именно добиваться определенных результатов. Именно в своей работе, в своей карьере. Дулма Саднумова занимается бизнес-обучением, помогает людям реализоваться в малом и среднем предпринимательстве. Сегодня она руководитель Центра образования, а начинала, как все, с малого. Работала интервьюером, ездила с опросами по районам республики и соседним регионам. По образованию девушка историк. Преподаватель истории говорит, что ей помогло в работе с людьми и достичь в свои молодые годы высоких результатов. Двигаться вперед, ставя новые цели. Сегодня это кредо многих современных девушек и парней. Минувшая встреча «Философия успеха» в очередной раз доказала это. Основная цель, конечно, это, во-первых, пропаганда здорового образа жизни. Второе, это пропаганда успешной личности, то есть успешного поведения, чтобы ребята услышали, увидели у тех людей, которые достигли какого-либо успеха уже на данный момент, как они этого добились, как они относятся вообще к современной Бурятии. И, конечно же, это чтобы прививать любовь к Бурятии, к нашему городу Улан-Удэ. Руководители, журналисты, политики, спортсмены и общественные деятели. Каждый из них поведал сверстникам свою историю успеха. Это труд, но, думаю, совсем не сложно, если это придает тебе уверенность, ты сам этого хочешь, тогда это совсем не сложно. На сегодняшний день Бурятия показывает хорошие результаты по воспитанию современной личности. Созданные государственные программы направлены на то, чтобы молодые люди оставались в республике. Нужно сейчас поддерживать, потому что кто будет дальше руководить республикой, работать на селе, в городе, на предприятиях. Поэтому я считаю, что и отношение государства совершенно другое стало. Наоборот, повернулись лицом, и они понимают. И, конечно же, что за государство, если не думают о своем будущем. Стать успешным непросто. Сидя дома на диване или праздно проводя время, навряд ли это получится. Каждый из этих парней и девушек проходил через разные горнила сомнений и неудач, слышал много критики в свой адрес, но четко понимал, что путем проб и ошибок получит результат. Ведь только через тернии к звездам. Говорят, что знание иностранного языка – это возможность заглянуть в другой мир, а успех не приходит внезапно. Главное – творить, действовать и идти к своей цели. На сегодня все. Не забывайте быть онлайн. До встречи!